Прежде всего хочу сказать, что в течение вечера вы сможете задавать вопросы с помощью электронной среды. Сейчас у нас ссылка на экранах, наверное, появится, да? Kõigepealt tahaksin mainida, et õhtu jooksul te saate esitada küsimusi online keskkonnas, kohe te näete slaidilt, kuhu te peaksite minema. Да, итак, идете по ссылке slide.com, вводите код решетка N439, и, соответственно, когда у вас появляется вопрос, вы не должны ждать окончания мероприятия, вы можете написать свой вопрос, и по максимуму постараемся ваши вопросы передать нашей сегодняшней замечательной гости. Sisestate selle veebiaadressi, siis alla kirjutate selle koodi N439 ja siis saate oma küsimuse panna kirja kohe, kui see teil tekib, te ei pea ootama õhtu lõppu. Молодежь-теkas Live Talk Show во многом это про то, чтобы ломать стереотипы. Молодежь-теkas Live Talk Show tegeleb suuresti stereotüüpide murdmisega. И сегодня один из тех вечеров, когда мы ломаем очередной стереотип. Täna on üks nendest õhtutest, kus me püüame veel ühte stereotüüpi murda. И ломает его именно наш сегодняшний гость, которому мы очень этому рады. Ja seda stereotüüpi murrab just meie tänane külaline, mille üle me väga rõõmsad oleme. Молодежь-теkas Live Talk Show продолжается уже в течение 5 лет. Молодежь-tekas Live Talk Show on juba 5 aastat olemas olnud. И до сих пор такие вот большие масштабные аудитории собирали у нас только спикеры-мужчины. Kuid seni selliseid suuri seltskondi on meil kogunud ainult meeskõnelejad. И мы очень рады тому, что сегодня ломается этот стереотип. Me oleme väga hea meel, et täna siis on teisiti. И для меня большая честь пригласить на эту сцену. Ja mul on väga hea meel kutsuda siia lavale нашу сегодняшнюю гостью. Meie tänase külalise. Дамы и господа, Анна Сапроненко-Мелдер. Daamid ja härrad, Anna Sapronenko-Mölder. Сюда, пожалуйста. Отлично. И вот мой микрофон. Ой, спасибо. Да. Добрый вечер всем. Так круто, столько людей. Для меня это большая честь, вы знаете. Ну, Анна, давай поговорим немножко о твоей жизни. Ты закончила школу, и первым делом ты поехала в Москву. И ты поступила учиться в автодорожный университет. Скажи, когда ты... Что? Когда туда пошла, ты мечтала стать автодорожником? Я была такой послушной дочерью и не смела возразить родителям. Родители оба имеют высшее техническое образование, и мой отец мне сказал: mõlemal vanematel on tehnilise suunaga kõrgharidus ja isa mulle ütles, языком денег не заработать. et keeleteadmisega sa nagu raha ei teeni põhimõtteliselt. Мне очень хотелось быть журналистом. Ma tahtsin väga olla ajakirjanik. И я, чтобы не огорчать родителей, пошла в МАДИ, Московский автомобильно-дорожный университет, который имеет очень высокий статус. Его закончил тогда Касьянов, который был популярным политиком. Ja et mitte vedada vanemaid arteid, ma läksingi sinna ülikooli, mille lõpetas üks tuntud Kasjanov ja mina otsustasin sama jälgedes minna. И все 5 лет я думала, зачем я это сделала? Ja kõik 5 aastat mõtlesin, miks ma seda küll tegin. Вот так началась моя карьера в шоу-бизнесе. Nii algas minu äri show-businessis. Первый год ты жила с сестрой. Esimene aasta sa elasid õega. Но потом, я так понимаю, тебе пришлось сильно поработать, потому что нужно было начать содержать себя полностью самостоятельно. Aga pärast sa pidid palju töötama, sest sa pidid ennast hakkama ise üleval pidama, eks ole? Мне пришлось работать сразу. Ma pidin kohe hakkama töötama. Потому что сестра помогла мне тем, что она пустила меня в свою съемную квартиру. Sest õde aitas mind sellega, et ta lubas mul olla tema üürikorteris. Но мне пришлось сразу очень быстро двигаться для того, чтобы самой обеспечить себе прожиточный минимум. Тем более, что сестра
через год уехала из aga Москвы. ma pidin kohe hakkama töötada, et ennast ise suutma ülal pidada, sest juba aasta pärast õde sõitis ära. Ты работала поначалу моделью, потом, я так понимаю, вы устраивали какие-то рекламные шоу. Alguses töötasid modellina, aga pärast tegite mingisugused reklaamshow'd. Но ведущей ты стала ведь как-то случайно, да? Aga saatejuhina sa sai kuidagi ootamatult, eks ole. Да, вся реклама, она непосредственно все равно связана с модельным бизнесом, потому что Kogu reklaam on seotud siis nii-öelda modelliäriga, я училась на дневном sest mina õppisin päevasel и была занята до 5 вечера. ja kuni 5 õhtuni olin hõivatud. И довольно сложно мне в таких условиях было найти работу. Ja sellistes tingimustes oli väga raske tööd leida. А моделью можно работать и вечерами, и ночами, и как угодно, и даже между лекциями. Modellina saad ka õhtuti, öösiti ja ka loengute vahel. И я рекламировала вообще все, что можно было рекламировать. Mina reklaamisin kõike, mida vähegi võis reklaamida. И однажды у нас было шоу, которое мы возили по ночным клубам, ну, по каким-то, может быть, барам. Ja siis meil oli selline show, mida me nagu viisime läbi baarides, ööklubides. И наш ведущий не приехал. Ja meie saatejuht ei tulnud kohale. И тогда сказали, а кто это у нас здесь самая, значит, такая яркая, говорливая? Ja siis öeldi, aga kes on siin selline jutukas ja erkas särav. И так я стала работать ведущей. Ja nii minust sai saatejuht. И второй момент у меня был такой в жизни. Я уже устроилась менеджером в агентство по организации мероприятий. Teine hetk oli see, et ma sain mänedžer juba bioagentuuri korraldajate kohas. И моя начальница, я не смогла найти ведущего на праздник. Mina ei saanud nagu ülemusel leida saatejuhti. И моя начальница в проброс сказала, ну не смогла найти ведущего, тогда сама будешь вести. No kui sa ei saa olla nagu see õhtujuht, eks ole, no ole siis ise õhtujuht. И так я снова стала вести мероприятия. Ja nii ma uuesti hakkasin siis nii-öelda neid biokorraldusi tegema. Ты говорила, что для ведущего самое главное это хорошая внешность. Sa ütlesid, et õhtujuhi jaoks on hea välimus. И скорость реакции. Ja reaktsiooni kiirus. Ну, с внешностью понятно, у тебя изначально было все в порядке. Välimusega arusaadav, kõik juba oli algusest teada. А вот скорость реакции ты как тренировала? Aga kuidas reageerimise kiiruse treenisid? Все тренируется в этой жизни временем. Läbi aja. Опытом, Kogemusega, нестандартными ситуациями. ebastandardsete olukordadega. Чем их больше, Mida neid rohkem, тем больше скорость реакции. seda kiirem on reageerimise kiirus. Хотя, ты знаешь, до сих пор меня преследует кошмар, Kuigi tead, siiani mind veel on selline nagu luupainaja, mis mind jälitab. что я стою на сцене Et ma olen justkui laval и не знаю, что сказать. ja ma ei tea, mida öelda. И все ждут, Ja kõik ju ootavad. а я не знаю, что сказать. Mul pole aimugi, mida öelda. Я как преподаватель математики тебя очень понимаю. Mina kui matemaatikaõpetaja, ma saan sinust väga hästi aru. Ну, расскажи вот про какую-нибудь такую ситуацию, где ты не знала, что сказать. Как ты из них выкручивалась обычно? Räägi olukorras, kus sa tõesti ei teadnud, mida öelda ja kuidas sa sealt välja tulid. Я помню две ситуации Mäletan kaks таких olukorda. супер стрессовых и супер экстремальных, которые случились со мной на концертах. Super stressirohkeid ja super ekstremaalsed, mis juhtusid kontserdi ajal. Две совсем такие разные ситуации. Täiesti kaks erinevat olukorda. У меня был тур по России, Mul oli Venemaa tuur и вот мы оказались в Перми, ja me olime Permis. и у нас целый стадион людей, не там тысячи людей, я не знаю, 5000 человек, 6000 Terve человек. staadion täis inimesi, 5000-6000 inimest. Мы едем с группой «Отпетые мошенники» и с группой «Блестящие». У нас такой какой-то там тур. Meil on siis üks Blisteši grupp, eks ole, vene grupp ja siin on veel üks vene grupp, eks ole, ja siis me koos sõidame nendega. И вот мы стоим на сцене, и мы должны объявить группу «Блестящие». Ja me oleme siis laval ja me peame tutvustama ansambli Blisteši, noh säravad või midagi. Я поворачиваюсь, а их нет. Mina pööran ümber, aga neid ei ole. И мне некого объявить. Вечер все время должен иметь определенную динамику. Как только сцена пустая, динамики нет. Terve õhtu peab olema mingisugune dünaamika, kui laval kedagi ei ole, siis ka mujal kedagi pole.
Это я уже потом узнала, что блестящие в то время, когда я стояла на сцене, спали в соседней гостинице. juba hiljem ma sain teada, siis kui ma olin laval, see blestjaši, nad magasid seal hotellis. А тогда я стояла на сцене, передо мной много людей, а самое главное, начался проливной дождь. Aga huvitav on see, et mina olin ju laval, eks ole, terve publik ootab ja siis ilge padukas hakkas olema. 35 минут мы с моим коллегой развлекали публику, а у нас вот так из рукавов текла вода. 35 minutit koos kolleegiga me lõpustasime publikut, aga meil varrukates sõnas mõttes nagu kraanist ette. Мы вспоминали все, какие-то детские игры, тут похлопаем, там потопаем. Meenutasime igasugune lapsepõlvemängu, plaksutasime siin, seal. Покричим, попоем. Karjusime, laulsime. 35 минут. 35 minutit. Мы даже, по-моему, не стеснялись в выражениях потом. Me isegi häbenenud pärast muid sõnu. Блестящие начали блестеть, у них глаза, наверное, потом были такие, как звезды. Так вот, это одна ситуация. И вторая ситуация. Я веду какой-то супер-пупер концерт. See oli praegu teine olukord on see, kus ma vean mingit super-puper üritust, eks ole. И вдруг выходит на сцену Иосиф Давыдович Кобзон. Ja siis tuleb lavale üks laulja Joosep Kobzon. И он говорит, я хотел бы поздравить юбиляра, или, ну, очевидно, это был частный праздник. Mina tahtsin nagu juubilaari õnnitleda, see oli niisugune erapidu. И подарить буквально одну песню. Ja siis nii-öelda ühte laulu laulda. А вы знаете, что у Кобзона была всегда проблема? Teate, selle laulja Kobzonil oli üks probleem alati. Никто не знает его песен. Keegi teab tema laule. Все знают Кобзона, но никто не знает его Kõik песен. teavad seda esitajat Kobzonit, aga mitte tema laule. И он никак с этим не может смириться, поэтому как только он оказывается на сцене, Ja see laulja ei saa nagu sellega leppida ja kohe, kui ta on kuskil laval, он сразу предпочитает спеть не одну песню, а 22. ta eelistab laula mitte ühte laulu, aga noh, vähemalt 22. 22 разных или 22 раза одну повторить? 22 erinevat või 22 ühesugust. Если одну повторить 22 раза, люди, наверное, запомнят в И, в конце. общем, режиссер опять появляется в кулисах и кричит. Režissöör tuleb siis kulisside juurde. Если ты не уберешь его со сцены немедленно, Kui sa otsekohe teda lavalt ära ei korista, я тебе не заплачу гонорар. ma ei maksa sulle honorari, eks ole. Вот, поэтому всегда нужно собраться, придумать как-то что-то сказать. Вот это называется острота реакции. Et alati tuleb ennast kokku võtta, midagi öelda, et see ongi nagu selline terav taip. Когда ты работал на MTV, тебе тоже понадобилась острота реакции? Там было проще? Kui sa MTV-s töötasid, kas sul oli ka vaja seal teravust ja kiiret reageerimist või oli seal lihtsam? Легче, чем что? Чем вести мероприятие с Кобзоном? Lihtsam kui Kobzoni õhtul. Да нет, они же все разные. Нет понятия легче и труднее. Это все разные Seal ситуации. on kõik nii erinevad, ei ole aru saada, kas on kerge või raske. Кобзона на MTV не приглашали. Нет. Kobzonit MTV-sse ei kutsutud, ei. Но у тебя в то время, когда ты там работал, был такой интересный псевдоним Аня Армас. Kui sa seal töötasid, sul oli selline pseudonüüm Anja Armas. Да, мы придумали его, когда я уже шла в студию на первый эфир. Ja siis, kui ma läksin stuudiosse esimesse eetrisse, siis me mõtlesime selle välja. Когда нужно было поставить титр, а я уже шла, представляете, у меня прямой эфир, и тут режиссер такой, слушай, нам же титр надо поставить, мы не обсудили даже, как мы назовем тебя. Et siis seal telerežissöör ütles, et me peame kuidagi sulle nagu nime või hüüdnima, aga me pole sellest rääkinud, et mis me sulle paneme. Ну, и почему именно эстонская фамилия? То есть нужно было как-то подчеркнуть то, что ты из Эстонии? Aga miks just, et nagu eestikeelne perekonnime, kas seda oli vaja nagu rõhutada, et sa oled Eestist pärit? Да, мы на это сделали акцент, понимаешь, что вот я из Эстонии, я не такая. Эстонцам больше платили. Pöörasime selle peale aktsenti, eks ole, et näidata ja siis, et kuna eestlastele ilmselt rohkem makstakse. Ты знаешь, мне вообще получилось так, что я везде и всегда была иностранкой. Juhtus nii, et igal pool ma olin nii-öelda nagu välismaalane. Когда я жила в Москве, я для всех была такой очень европейской, иностранной ведущей. Kui ma elasin Moskvas, ma olin kõigi jaoks selline euroopalik õhtujuht, väga selline huvitav. Когда я вернулась на родину, я для всех стала московской ведущей. Вы знаете, это же московская ведущая. Kui ma naastasin kodumaale, siis kõik hakkasid rääkima, näed, see on ju see moskvalik õhtujuht. Но платили больше тогда эстонцы, да? Aga eestlastele rohkem maksti. Знаешь, на MTV вообще, я тебе честно скажу, на телевидении много никому не платят. TV5 oli väga palju kellelegi ei maksta.
Малахову для того, чтобы заработать на квартиру, приходилось корпоративы вести и в пятницу, и в субботу. Несмотря на то, что у него был прямой эфир на Первом канале каждый день. on üks Malaka õhtujuht, eks ole, et selleks, et ta saaks endale korteri lubada, ta peale oma töö pidi veel reedeti, laupäeviti läbi viima veel õhtuseid üritusi, hoolimata sellest, et tal oli pidev peaeeter oma kanalil. Ну вот смотри, вот этот вот вопрос идентитета. Ты говоришь, ты всегда чувствовала себя иностранкой. Vaata see küsimus, sa ütled, sa tundsid ennast alati nagu välismaalane. Тем не менее, тут буквально пару лет назад ты работал на ТВ+, я так понимаю, скоро будешь продолжать работу на Aga paar aastat tagasi sa töötasid ETV Plussis ja ilmselt sa nüüd jätkad. Ja. И этот канал занимает как бы такую своеобразную позицию. Ja sellel kanalil on nagu omapärane positsioon. Что он направлен именно на русских Эстонии. Et on just suunatud nagu venelastele, kes elavad Eestis. То есть, как ты считаешь, почему русскому жителю Эстонии недостаточно всех российских каналов? Что ЕТВ+ предлагает дополнительно? Mida ETV Plus veel pakub nagu olemasolevatele Vene kanalitele, mida on? Ну так мы должны говорить о том, что у нас в стране происходит. На российских каналах рассказывают о том, что происходит в России. Venemaa kanalitel räägitakse, mis toimub Venemaal, eks ole, aga meie kanalitel räägitakse, mis toimub meie. Там есть свои герои. В нашей стране есть свои герои, которым нужна какая-то медийная площадка. Nende riigis on omad nii-öelda nagu superkangelased, meie riigis on omad superkangelased, kellel on vaja mingit väljakut. Ну, смотри, актуальную камеру на русском языке ввели уже очень давно, я маленький был, мне показывают. Vaadake, aktuaalset kaamerat juba vene keelde on tõlgitud või nagu viidud juba päris ammu, et siis kui ma juba olin veel väike oli see. На ТВ+ контента гораздо больше. Чем в актуальной камере? Kontekst on palju rohkem. Ну, ты, например, вела развлекательную передачу все-таки. Näiteks sina juhtisid meelelahutusprogrammi. Ну, как вот развлекательный рынок Эстонии способен конкурировать с Россией? Почему русскоязычному жителю Эстонии должно быть это интереснее, чем, например, kuidas Eestimaa nii-öelda turg, meelelahutusturg saab konkureerida välismaalastega, et mis on nagu selle eelised või plussid? Вообще строить всю жизнь в сравнении неверно, потому что тогда можно сказать, как российский рынок развлечений может в принципе конкурировать с американским. Põhimõtteliselt konkureerida nagu teisega ei tohi, siis võib öelda, kuidas näiteks Venemaa meelelahutusturg saab konkureerida Ameerika omaga. Поэтому я предлагаю оценивать не с точки зрения сравнения, вот здесь вот больше, жирнее, а с точки зрения того, что это вот наше, родное, производится здесь. Mitte võrrelda, mis on selline, et nagu maksame nagu rasvasem, eks ole, aga just see, mis tehakse siin ja mis omab siin tähtsust. Ты за время существования передачи «Твой вечер», наверное, встретилась со многими интересными людьми. Sinu õhtu saate ajal sa oled ilmselt paljude huvitavate inimestega kohtunud. Вот назови 3 самых таких замечательных, интересных людей, которые ты встретил. Nimeta 3 sellist huvitavat, kõige paremat inimest, kellega sa oled kohtunud. И чему они тебя научили или что они рассказали такого, чего ты раньше не Mida знал? nad sulle rääkisid või õpetasid, mida sa enne ei teadnud? Мой муж показывает, что, значит, я его встретила. Он выступал у себя на передаче. Да. Он не был тогда еще моим мужем, точно. Siis ta ei olnud minuga abikaasa, aga ta oli minu saates. Смотрите, мы сняли «Твоего вечера», наверное, 3 года программа шла. 3 aastat sinu õhtu programm kestis. За год мы записывали порядка 200 выпусков. Aastaga me filmisime umbes 200 episoodi. В каждом выпуске у меня было как минимум 3 гостя. Igas episoodis mul oli vähemalt 3 külalist. Так что это 1000 людей, с которыми я встретилась в рамках канала. 1000 inimest, kellega ma olen kohtunud just selle programmi saatel. Много было интересных. Но давайте я расскажу про тех, про кого вам тоже интересно слушать. Oli palju huvitavaid, aga ma räägin just kindlasti nendest, kellest teil oleks huvitav kuulda. Я членов команды прошу, записывайте, да? Et meeskonnaliikmed pange kirja. Мы их тогда тоже посмотрим. Et me kutsume neid ka. Во-первых, мне запомнился Александр Васильев, Aleksandr Vassiljev mulle jäi meelde. который привозил сюда выставку. Kes tõi siia nii-öelda oma kunstiteoseid. А знаете, чем он мне запомнился? Ja teate, millega ta mulle meelde jäi? Вот есть настолько удивительные люди, On niivõrd teate nagu huvitavad inimesed, которые, когда их приглашаешь поговорить о себе, et kui sa kutsud neid rääkima endast, они начинают говорить о тебе. nemad hakkavad rääkima sinust. Это большой талант. Et see on suur Я anne. мечтаю научиться вот так беседовать с людьми,
ma tahaksin õppida niimoodi inimestega vestelda, чтобы в диалоге говорить исключительно о визави своем. et dialoogina siis rääkida nii-öelda just teisest poolest. То есть он просто перевернул, понимаете, пришел в студию и просто перевернул. Не то чтобы он занял позицию ведущего, нет. Ta tuli saatesse, teate, ta pööras kõik nagu ümber, aga mitte selles mõttes, et ta ise oli nüüd õhtujuht või saatejuht. Просто он вел себя так, как будто мы с моим коллегой ему невероятно интересны. Aga ta käitus niimoodi, nagu mina ja minu kolleeg oleksime temale väga huvitavad isikud. Хотя я понимаю, что у Александра Васильева есть более интересные персоны в жизни Kuid и ma tean, темы. et Aleksandr Vassiljev on palju huvitavam persoon ja isiksus. Второй человек, кто мне очень понравился, Teine inimene, kes mulle väga meeldis, это Сергей Зверев. Sergei Zverev. Я помню, как мы его ждали. Ma mäletan, nagu kuidas me teda ootasime. Мы смеялись, мы предвкушали вот этот вот кич, который зайдет к нам наверняка в шубе Дольче Meil on Габбана. selline hea nagu ainus, et kuidas ta tuleb, tal on ilmselt see kasukas seljas. Мы все время, всю неделю мы, значит, имитировали, как он говорит, я звезда, звезда, звезда. Terve nädal imiteerisime, kuidas ta ütleb, ma olen täht ja ma olen täht. И думали, что это будет полный цирк. Ja ma arvasin, et sellest saab tsirkus. А теперь я хочу сказать, как мы все были потрясены, когда к нам приехала настоящая звезда. Aga teate, ma tahan teile rääkida, kui šokeeritud me olime, kui ehtne täht tuli meile külla. Он невероятно вежливо, элегантно разговаривал со всеми Ta девушками. nii imetlusväärselt, elegantselt ja viisakalt rääkides kõikide neiudega. Дал всем советы по волосам. Andis soovitusi juuste kohta. А это, вы знаете, дорогого стоит, потому что Сергей Зверев все-таки раньше, до того, как он надел шубу Дольче Габбана, был все-таки суперпрофессионалом. Ja noh, tütarlastele juuste eest hoolitsemine on nagu väärt kuulda, kui sa kuuled sellist kogemust inimest, kes enne tegeles selle erialaga, siis see on väärt seda võtta vastu. Он очень классно себя вел во время интервью. Intervjuu ajal ta käitus väga võimsalt. Он согласился поиграть с нами во все игры. Ta nõustus meiega mängima kõiki mänge. И вообще он был очень интересный и любезный собеседник. Ta oli väga huvitav, väga selline sümpaatne inimene, kellega vestelda. Еще и ярко выглядел, потому что мы разложили его шубу по всему дивану. Ja ta nii eredalt välja nägi, sest tema pika kasuga me katsime terve diivani ära. no ja надеюсь, он не пел. Ma loodan, et ei laulnud. Даже мне не вспомнить уже, может он и пел Sest ma ei что-то. mäleta, võib-olla laulis, aga ei oska öelda. И вы знаете, я хочу вам сказать и про негативный опыт, который оставил тоже глубокий след. Ja ma tahan rääkida ka halvast kogemust, mis jättis sügava mulje. К нам приехала ведущая Маша Малиновская. Meie juurde tuli õhtul saatejuht Maša Maljanovska. Да? Mu järgmine küsimus on just selle neiu kohta. И ты знаешь, что она как-то очень, она себя вызывающе вела. Ja ta käitub ennast niimoodi nagu esile kutsuva. Очевидно, я думаю, что она была то ли не очень трезва, то ли она использовала какие-то вещества. Võib-olla ta ei olnud päris kaine või siis ta tarvitas mingeid aineid. Но это интервью мне тоже запомнилось, потому что она пришла и навела... Понимаешь, она всех так взбодрила, что потом еще в течение недели мне все звонили и спрашивали, как я себя чувствую после этого интервью. Et selle pärast seda intervjuud terve nädal kõik veel helistasid mulle, küsisid, kuidas ma ennast tunnen, sest see neiu nagu niimoodi põhjustas sellise tugeva tunde kõigi jaoks. А так как нам всегда нас подгоняли рейтинги на канале, Ja kuna kanalitel meil siis alati reitingul nagu olid võistlused. то тут пришел человек, который бесплатно обеспечил нам очень высокий рейтинг. Ja siis tasuta tuli üks külaline, eks ole, kes tõstis meile reitingu kõikidest kõrgele. Потому что на фриков всем очень нравится смотреть. Sest friikide või selliste imelike inimeste peale kõigile meeldib vaadata. Вот. И ты знаешь, очень важно для ведущего, Väga tähtis on õhtujuhi, saatejuhi jaoks. чтобы гость был просто какой-то яркий. Et külaline oleks keegi erk või selline nagu särav. С плюсом или с минусом. Kas plussiga või siis miinusega. Потому что все, что очень ровно, Sest kõik, mis on tead selline nagu sile või sirge. на это все смотреть зрителю не очень интересно. Et inimesed ei taha selle peale vaadata. vot
Ко мне, когда приходят гости на молодежь, так это обычно интересные люди, с кем мне самому приятно пообщаться. inimesed, kes tulevad minu juurde külla молодежникule, need on huvitavad inimesed, kellega ka mul on huvi vestelda. Я смотрел это интервью с Машей Малиновской, ja ma vaatasin seda intervjuud Maša Malinovskajaga. и мне казалось, вы с Ильей Нартовым там такие сидите, такие, ну... ja ma vaatasin, et te istute hästi pingusasti nagu valmis. С ней ведь не о чем особо поговорить было даже. Temaga просто ei olnud ju millestki rääkida. Вот как ты ведешь себя в таких ситуациях? О чем ты думаешь? Как ты мотивируешь себя как-то закончить это интервью, поговорить с этим человеком? Kuidas sa motiveerid ennast nagu vastu pidada ja lõpetada, kuidas nagu tegutseda? Знаешь, нет людей, с которыми не о чем говорить. Tead, ei ole inimesi, kellega ei ole üldse mitte millestki rääkida. С каждым человеком есть о чем поговорить. Midagi kellegagi kindlasti sa saad rääkida. Просто, может быть, тебе это не очень интересно. Lihtsalt võib-olla sulle ei paku see huvi. Но мне было очень интересно с ней. Aga mul oli nagu huvitav. Что тебя мне интересовало конкретно? Mis sind huvitas temast? Вот что вызывало интерес в тот момент? Слушай, huvi, Маша Малиновская, когда пришла на канал Муз-ТВ, Maša Malinovskaja, kui ta tuli kanalile Must.tv, а Муз-ТВ просто заиграл всеми красками, потому что до этого был продан канал MTV и вскоре он закрылся. et Must.tv niimoodi nagu õitses, sest MTV oli nagu müüdud ja siis see olukord. И Маша Малиновская устроила сексуальную революцию просто на канале. Ja siis sellel kanalil Maša Malinovskaja põhjustas seksuaalse revolutsiooni. Потому что она была первой девушкой, которая вот это все себе здесь оформила, весь фасад. Sest oli esimene naine, kes endale kõik siin nagu genereeris. И когда люди увидели, они просто обалдели от этого. Сегодня мы привыкли, потому что эти девушки, они так наштампованные. Ja kui inimesed nagu nägid esimest korda, nad olid nagu sõnatud, aga nüüd kõik on juba harjunud selle produktsiooniga. А тогда это было как Памела Андерсон, которая появилась в «Спасателях Малибу», понимаешь? Aga siis oli justkui nagu Pamela Anderson Malibu, aga nagu vene versioonis. В любом человеке можно найти глубокий внутренний мир. Igas inimeses võib leida sügava sisemise maailma. Но смотри, ты все-таки помимо работы на телевидении очень много вела лайв мероприятий. Вот видишь, помнишь, у тебя были, извини, пожалуйста, у тебя были классные вопросы вчера про гендерное равноправие. У меня и сегодня будут, мы до них дойдем Я еще. просто сейчас хочу тебе сказать, что вот то, что ты сейчас говоришь, ты как бы отрицаешь, что у пышногрудой блондинки может быть внутренний мир, да еще и глубокий. Нет, абсолютно не отрицаю. А ты только что это сказал. Мы говорим про конкретную ведущую. Не про всех. Не обобщаем вообще. Так зарождаются гендерные стереотипы. Хорошо, я учту. Окей, arvestame sellega. Но ты все-таки сама человек, который меняет гендерные стереотипы. Не меняет, ты их ломаешь. Sina oled see, kes nagu murrab neid gender-stereotüüpe, eks ole. Я как раз именно об этом сейчас хотел с тобой поговорить. Sellest ma tahtsingi sinuga rääkida. В 2008 году начался кризис. 2008 algas kriisis. У тебя как раз родилась дочь, и ты решила sul sündis tütar ja sa otsustasid переехать в Таллин. Kolida Tallinnasse. Город, где тебя на самом деле никто не знал после этой длинной успешной карьеры. Linna, kus keegi sind ei tundnud pärast pikka edukat karjääri. Все так? Absoluutselt. Ты не сожалеешь о своем решении? Kas ei kahetse oma otsust? Ты знаешь, я все время о чем-нибудь в этой жизни Tead, сожалею. ma alati millestki selles elus kahetsen. Но скажи, вот когда ты приехала сюда, ты начала создавать свой бизнес. Kui sa tulid siia, sa hakkasid looma oma äri. Да. Это что-то, чем ты до этого, я так понимаю, не занимался. То есть ты вела вечера, но всегда был кто-то, кто, не знаю, там, руководил, вел программы и так далее. Aga see äri, millega sa alustasid, sa enne sellega ei tegelenud, eks ole, sest enne seda sa olid ju õhtut ja sul oli alati nagu ülemus või peamine korraldaja. И вдруг ты была сама за себя абсолютно полностью. Ja siis järsku sa oled täiesti omaenda ülemus. Скажи, каково это было на тот момент? Ütle, mis tunne see oli tol ajal? Всегда выходить из зоны комфорта очень неприятно. Alati on ebamugav mugavustsoonist väljuda. И страшно. Ja hirmutav ka. И ты первое, что ты думаешь, нет, но у меня точно не получится. Ja esimesena, mida sa mõtled, mul kindlasti ei tule midagi välja. Вот эти чувства, я думаю, знакомы всем людям, которые начинают
какое-то новое дело. ma arvan, kõik inimesed, kes alustavad millegi uuega, teavad, mis tunded need on. Но мы как раз говорили вот про гендерное равноправие. Just me rääkisime sellest gender suunast või suunast. И вроде бы 2020 год на дворе. Ja justkui 2020 on praegu. Но тем не менее мир бизнеса по-прежнему, к сожалению, остается миром мужчин. Aga ärimaailm peamiselt ikka jääb nagu meeste maailmaks. Женщинам пробиться гораздо сложнее. Et naistel läbi lüüa nagu tunduvalt raskem. Испытала ли ты в своей жизни тоже какую-то дискриминацию или предвзятое Kas sa ise oled oma elus kogenud diskrimineerimist või sellist nagu lugupidamatust selles suunas? Я не думаю, что женщинам труднее пробиться. Ma ei arva, et naistel on raskem läbi lüüa. Дело в том, что женщины совсем по-другому ведут бизнес. Sest naised viivad täiesti teistmoodi äri. У них меньше возможностей стать, что ли, крупными такими. Neil on vähem võimalusi saada teatud sellisteks massiivseteks suurteks. Потому что по природе женщина любит находиться в зоне комфорта. Sest oma loomult naine tahab olla nagu mugavustsoonis. Ей очень трудно понимаете, выбрать какую-то стрессовую ситуацию. Ja naisel on siis nagu raske valida mingisugust stressisituatsiooni. А весь большой бизнес – это одни сплошные стрессовые ситуации. Aga suur ärimaailmas ongi peamiselt suured stressisituatsioonid. Люди рискуют там репутацией, Inimesed riskivad reputatsiooniga, большими деньгами, suurte rahadega. отсутствием свободного времени Neil on siis vähem vaba aega и крепкого сна. ja hea tund. Для женщины это не то, о чем она мечтает. Ja naise jaoks ei ole see, millest ta unistab iga päev. Хотя есть, конечно, такие настоящие tough ladies, No loomulikult on sellised raudsed leidid, кому это все очень нравится. kellele meeldib selline elu. Поэтому я не думаю, что женщинам сложнее пробиться. Я просто думаю, что это не всем подходит. Sellepärast ma ei usu, et naistel on raskem läbi lüüa, ma arvan, et see kõigile ei sobi. Ну, смотри, зачастую, если посмотреть какое-нибудь интервью с успешной женщиной, Kui me näiteks vaatame mingit intervjuud eduka naisega, очень часто задают такой вопрос. Вот у тебя там 3 детей, et tihti esitatakse sellise küsimuse, sul on 3 last и при этом ты там успешная бизнес-леди. ja peale seda sa oled veel edukas ärinaine. Мужчине никогда не зададут такой вопрос. Mehele kunagi sellist küsimust 3 ребенка, нет проблем, какая разница? Pole Ты уже с ними aega заниматься. niikuinii naine tegeleb, et ma tegelen muuga. Да, Ангелу Меркель обвиняют в том, что у нее нет детей. Ja Angela Merkelil näiteks ei ole lapsi. Например, французского президента никто не обвиняет, что у него нет детей. Aga Prantsusmaa presidenti ei süüdistata selles, et tal ei ole lapsi. Вот, то есть ожидания уже другие почему-то. Nii et minu arust ootused on juba teised. Вот как тебе не кажется, что это делает жизнь сложнее? Kas sul ei tundu, see teeb elu nagu raskemaks? Я думаю, что в Европе Ma arvan, et Euroopas у нас все хорошо. meil on kõik hästi. Мы живем, у нас есть какие-то стереотипы, Meil on mingid stereotüübid, которые все равно постепенно все разрушатся. mis lõppude lõpuks ikkagi hävivad. У нас есть возможность учиться, Meil on võimalus õppida, лечиться, ravida, баллотироваться в парламент. parlamenti. У нас женщина-президенты вообще много где в Европе. Naispresident ja palju muu. А, например, в Саудовской Аравии женщинам нельзя водить Aga машину. näiteks Saudi-Araabias naised ei tohi autot juhtida. Они не могут пойти к врачу, если это не позволит какой-то там их мужчина-опекун. Nad ei või isegi arsti juurde minna, kui nende mees eestkostja ei anna selleks luba. Страшное положение в Афганистане, в Индии, в странах Африки. Indias, Afganistanis, Aafrika Liidus on väga raske olukord. На фоне вот этой всей мировой проблемы, мне кажется, даже смешно говорить о наших проблемах. Kogu nagu maailma probleemi taustal meie probleemidest rääkida nagu üsna naljakas. Но подожди, все-таки то, что где-то хуже, не значит же, что ситуация идеальна. Oota, aga see, et kuskil on halvasti, et see ei tähenda, et nüüd igal pool on see. В этом плане средний житель Китая живет значительно лучше, чем там, не знаю, средний житель Среднеафриканской республики. Näiteks keskmine inimene, Hiina keskmine kodanik elab paremini kui mingisugune keskmine Aafrika. Ну, мы не считаем, что вот эти вот 12 часов там на заводе, и потом зарплата, не знаю, там $150 в месяц, это хорошая жизнь. Aga me ei arva, et 12 tundi saab tehases tööd ja $150 palk, et see on nagu super, mida peaks. Да, я думаю, наша борьба за равноправие еще впереди. Ja ma arvan, meie see võrdõiguslikkus võit või nagu situatsioon on veel tulevikus tuleb. Я даже хочу сказать, что это не борьба за равноправие, а это борьба за права женщин. Et see ei ole justkui ka võrdõiguslikkuse võitlus, aga see on just naiste õiguste võitlus. Потому что у нас есть стереотип, что женщина, она для кухни. Sest meil on stereotüüp, et naine on
köögis . Она для того, чтобы подметать, ta on selleks , et koristada , за всеми убирать, kõikide eest koristada , рожать детей. sünnitada А lapsi . если ей 35, она не родила детей, ja kui ta on 35 ja pole last то sünnitanud , вообще непонятно, чем она в этой жизни занимается. siis pole aru saada , millega ta üldse sellest И elus я, tegeleb . имея прекрасную семью и детей, и дом, в котором я тоже постоянно убираю, mul on tore pere , tore laps ja kodu , mida ma pidevalt я не считаю, что это плохо. ma ei usu , et see on halb , Но я считаю, что у каждого должен быть выбор, aga ma arvan , et igaühel peaks olema valik , чем он хочет в этой жизни заниматься, millega ta tahab elus tegeleda , для чего он родился mille jaoks ta on и sündinud что делает его счастливым. ja mis teeb teda õnnelikuks . vot . Что мы можем сделать, mida meie saame teha , молодые мужчины, женщины, noored mehed , tütarlapsed , чтобы больше женщин смогли принять тот выбор, который они хотят? et rohkem naisi saaks võtta seda vastu , mida nad tahaksid . Ну, то, что мы об этом думаем, это уже хороший шаг. see , et me sellest mõtleme , see on juba hea samm . То, что мы об этом говорим, это еще один шаг. see , et me sellest räägime , see on veel üks samm . И я всегда думаю так, что не всем из нас суждено изменить мир. ja ma alati mõtlen , mitte kõik meist on sündinud maailma muud , Но мы все можем делать малюсенькие шаги на пути к aga этому. kõik me saame teha väikeseid sammukesi . Мы все можем выступать против сексизма. me kõik võime minna seksismi vastu . Ну, к примеру, вы помните эту отвратительную рекламу, которой был завешен весь Сталин, голые попы магазина Гавайи Экспресс, который продает велосипеды. mäletate seda õudset reklaami mööda terve Tallinna , kus paljad tagumikud Hawaii Expressi reklaam . Это отвратительно. Мы можем написать им, что потребовать, чтобы они сняли эту рекламу. see on täielikult inetu ja me võime neile kirjutada , võtke see maha . Почему в спортзалах везде, если плакат «Купи абонементы, похудей к лету», там обязательно женское тело? et jõusaalides , eks ole , sportkompleksi , kui sa tahad võtta , osta liikmelisust , seal on . Почему не толстый мужик? miks seal ei ole paks mees näiteks ? И вот в этом, понимаете, проявляется вот какой-то мелкий такой вот сексизм. ja läbi selle siis me näeme nagu sellist väikest seksismi . Да, что если блондинка обязательно тупая, et kui blondiin , siis on rumal , если надо кому-то что-то накачать, то это женщине. et kui kellelegi peab midagi nagu Ну ütlema , и siis так, да, и так далее, и так далее. ja nii edasi ja nii edasi . Так вот, мы должны бороться против этого, замечать это, осуждать это, не принимать selle это. vastu võitlema , mitte aktsepteerima , rääkima selle vastu . Да. Ну и второй вопрос, это то, что у женщин должны быть равные права. Но мне кажется, сегодня в нашем правительстве ja et naistel peab olema võrdõigused , võrdsed õigused ja meie tänases valitsuses nagu . эта тема как никогда актуальна и звучит много и часто. see teema on aktuaalne kui kunagi varem ja kõlab väga tihedalt ja tihedalt . Скажи, вот тебе приходилось в ходе твоей работы ведущей siis , kui sa olid õhtujuht , sa pidid oma töö ajal выступать со многими такими выдающимися мужчинами. paljude selliste tuntud meesartistidega nagu tööd tegema . И зачастую у успешных мужчин такое очень большое эго. ja tihtipeale edukatel meestel on selline suur ego . Тем не менее, ты, например, сказал, что с Кирилловым и Светлаковым тебе было вести очень приятно. aga sa ütlesid , et Kirilloviga ja Svetlakoviga sul oli väga hea nagu koostöö Какие качества у них были, которые делали вот эту вот совместную работу такой, не знаю, mis хорошей, omadused приятной? olid need , mis tegid selle koostöö nii heaks ja meeldivaks ? Мне кажется, самое большое эго у мужчины, ma arvan , et kõige suurem ego on mehel , который в этой жизни ничего не добился. kes selles elus pole midagi saavutanud . И тогда его эго так страдает, ja siis tema ego nii kannatab , что остается одно эго от мужчины. et mees teeb ainult tema ego , А люди успешные, блистательные, aga edukad ja sellised väga säravad inimesed , они редко думают о своем эго, потому nad что, väga harva mõtlevad oma egos , ну, очевидно, что они уже высоко. sest ilmselgelt nad on niigi juba kõrgel positsioonil . Ну, тем не менее, как бы, вот... aga sellest hoolimata . Да, я поняла. Ты хочешь, чтобы я поговорила про известных соведущих? sa tahad , et ma rääkisin tuntud kaassaadet ? Я думаю, все хотят. ma arvan , et kõik tahavad . Давай. Я вела почти со всеми, кроме Якубовича, ma kõigiga peale Jakubovitši и кто-то еще известный. ja veel keegi tuntutest isikutest .
Я вела с Сашей Цикало, со Светлаковым, Светлаковиga, Саша Цикаловga, с Мартиросяном, с Максимом Галкиным, Martirosjaniga, Maksim с Galkiga, Колей Басковым мы вели много-много раз. Kolja Baskoviga väga palju koostööd teinud. С Иваном Ургантом несколько раз вела. Иван Урганdiga mitmeid С Дмитрием Шепелевым, с Dmitri Šepeliga ka кто palju там koostööd. еще есть, с Владимиром Молчановым, Vladimir с Moltšanoviga, Владимиром Березиным. Vladimirom Perenisiga. Нет, ну список, конечно, длинный, замечательный. Pikk nimekiri, suurepärane. Но вот то, что ты с Якубовичем не вела, это, конечно. Kukovitšiga ei viinud läbi Это, saada. конечно, Он большой... в другом формате, Ei, on ju понимаешь? teises formaadis. Нет, это большой пробел, я думаю, в карьере. Конечно. Suur kadu. Мне было очень приятно вести с Игорем Кирилловым. Это ведущий, который вел раньше программу «Время». Igor Kirillov mul oli väga meeldiv, sest tema enne oli saates Aeg. Потому что это совсем другая школа. Сегодня нет вот этой фундаментальной See on школы. täiesti teine kool, see on nagu vanakool, sest praegu seda enam vanakooli ei ole. Когда я приехала в Москву, никакого института телевидения не существовало в помине. Kui ma tulin Moskvasse, seal ei olnud sellist nagu teleinstituuti. Учиться просто негде было. Polnud, kus õppida saaks. Ты мог быть или журналистом, или актером. Sa võisid olla kas näitleja või ajakirjanik. И вот из этих тогда профессий как-то прийти. Ja nendest siis valdkondadest või erialadest kuidagi jõuda sinna edasi. А Игорь Кириллов, он был диктором советского телевидения и учился у Левитана. Вы понимаете? See Igor Kirillov, tema oli diktor ja tema õppis siis seal nõukogude ajal ühe tuntud siis inimese all. По-моему, мы вели с ним что-то для космической отрасли. То есть такое вот тоже очень солидное мероприятие. Midagi me koos temaga viisime läbi kosmilised mingisugused asjad. Илон Маск тоже был? Ты знаешь, нет, Илон Маск, я думаю, еще нет, тогда еще Илон нет. Маск veel siis ei ole. И у него были в тексте интонационно размеченные, не то что ударения, интонации в Tam тексте. tekstis on mitte rõhukohad, aga intonatsioonikohad igal sõnal eraldi välja toodud. Вот это уровень. Vot see on tase. Да, потому что современные ведущие, зачастую, например, вот Игорь Верник, он такой был всегда весельчак. Saatejuhid näiteks nagu Igor Vernik. Он со мной вел, такой, Ань, как компания называется? Ta nüüd räägib, kuule, kuidas see oli? Да, как фирма Nimioли. Он улыбается красиво, ему не надо готовиться. Aga ta naeratab naljakalt, te peate valmistama pikalt. Да. Каждый берет чем-то своим. Я тоже всегда говорила, все, что не допоем, мы допоказываем. Et see, mida me nagu välja ei laula, seda me nagu välja näitame. Давай, я уже забыла. Какой критерий? Вот почему ты говоришь, что с одним ведущим хорошо вести вместе со Светлаковым? Там, Miks sa räägid, näiteks А с кем ты не очень Svetlakoviga on hea koostööd, aga teisega nii hea ei ole. Дуэт на сцене Stseenil duett, это как танец. see on nagu Это tants, как отношения вот в паре, например. nagu suhted У paaris. тебя должно быть, у тебя должно быть пространство для маневра. Sul peab olema ruumi, et saaksid manööverdada. И если тебя, грубо говоря, за руку куда-то тащат, ну какой же из этого Kui танец? siin kuhugi kättpidi tassitakse, А когда тебе дают покружиться, вот это получается что-то kui sulle симпатичное. antakse ruumi pöörata, kelida, siis see on sümpaatne. Когда другой ведущий, он рад тебе на сцене, Kui teine saatejuht on rõõm он sinna, хочет с тобой провести вечер, когда он понимает, что он должен что-то сказать такое, чтобы ты дальше ta продолжил, tahab sinuga nagu aega veeta tööl ja ta tahab midagi öelda seda, mida sina suudaksid jätkata. когда он может тебе подыграть, Kui ta saab sulle nii-öelda kaasa когда näidata. он может быстро вырулить, если ты сказал что-то нелепое, а такое бывает. Või kui sina ütled midagi imelikku, siis tema lihtsalt kerib sealt välja. Вот это хороший ведущий. See on hea saatejuht. А есть много людей, которые просто не способны работать в дуэте. Aga on inimesi, kes lihtsalt ei ole võimelised duetina koostööd Они teha. ведут себя так, как будто они одни на сцене. Nad käituvad nii, nagu nad on üksi И laval. им никто не нужен, Neil ei ole keegi и ты им вообще мешаешь. ja sina segad neid. И вот тут приходится в течение вечера найти какое-то взаимодействие, какой-то контакт и оправдать, в общем, свой гонорар. Ja õhtu jooksul sa pead leidma mingisuguse kontakti ja nüüd oma honorari õigustama. Поэтому с такими ведущими очень легко. Ja just selliste saatejuhtidega on nagu väga hea koostööd teha. Вот ты сейчас сказал, что хороший соведущий Sa ütlesid, et hea kaassaatejuht
он или она спасает своего напарника, когда происходит какая-то нелепость. Да, обязательно, конечно. И я знаю, что ты выступал на мероприятиях, которые очень хорошо срежиссированы. hiljuti sa olid üritusel, mis on nagu väga hästi ülal peetud. И, наверное, там редко бывают ошибки. Ja ilmselt seal on väga harva eksimusi. Но, с другой стороны, ведь редко, наверное, бывают такие мероприятия, где вообще ошибок нет. Aga vist on väga harva selliseid üritusi, kus vigu üldse ei tehta. Вот расскажи, как вы обычно выкручиваетесь, когда что-нибудь происходит? Какой пример? Очень смешно было, очень смешно. В Донецке полный зал людей, какой-то дикий официоз просто. Donetskis terve saal täis, täiesti ulme olukord. Приезжает Николай Басков, уставший, он летел с концерта из Киева. У нас вот такая пачка текста просто. Я ему говорю: Коля, я тебе все маркером, все твои слова разметила. Потому что он прилетел на сцену. И вот мы и мы благодарим, и тут я понимаю, что Коля говорит то, что он только что сказал. То есть он в таком коматозе, что он вообще не понимает, что он говорит. И я ему такая говорю: Коля, локоточком такого. Я говорю: не тот лист, Коля. И он такой смешной, и он делает так. Он так смотрит на меня и такой: уходим. И начинает пятиться назад. Да, у меня здесь штучка. Вот такие были смешные ситуации. Да, были смешные ситуации на гастролях, когда выходила звезда и путала Красноярск и Краснодар. И публика такая: бу-бу. Хотя бы не Иран и Ирак. Там просто не приглашали нас на гастроли. А ты бы поехала, если пригласили? Да, почему нет? Мы ездили, у нас ребята ездили и в Дагестан, и в Чечню, и я ездила и в Армению, и... Да, ну, конечно, ты знаешь, должна сказать, что когда выезжает куда-то какая-то группа, то охрана обеспечена от трапа самолета, поэтому... Ну, давай вернемся к этому вопросу ляпов. Вот какой самый большой ляп, который был вообще в истории твоей карьеры? Не обязательно по твоей вине, вообще. Sinu karjääri ajal kõige suurem eksimus ja see ei pea olema sinu süül, aga missugune see oli? Ты знаешь, я не помню, Tead, ma ei честно. mäleta, ausalt. Я не могу сказать, что вот... Я бы, наверное, его и не было, потому что если бы он был какой-то такой эффектный ляп, я бы запомнила. Sest kui see oleks, ma oleks seda meelde jätnud. У меня были разные ситуации, когда, не знаю, правительство России было в зале, у нас выключались микрофоны, потому что везде было ФСБ. И мы никак не могли работать. Нет, я не могу вспомнить какой-то. На мне никогда не расстегивалось платье, я никогда не падала со сцены. Да, не выходила нетрезвой, ну, не знаю. Ну, хорошо. Ты перед мероприятием сказал, что нужно какой-то провокационный вопрос немножко тоже. Ох, давай. Когда вот на ЕТВ Плюсе в программе «Твой вечер» ты проиграла пари, достала микрофон и ушла. Скажи, это по-настоящему была шутка или это был такой напряженный момент? Да не бывает никаких экспромтов на телевидении, ну что вы все как дети. Когда мы обсуждали с режиссером, с нашей командой эфир, мы думали, что бы такого сделать. И вот там, значит, по сценарию Аня обиделась. А это у нас уже конец программы. И я говорю: слушайте, а давайте я уйду из кадра. Я просто домой хотела на 10 минут раньше уйти. Мне очень понравилась эта идея, что я смогу на 10 минут раньше уйти. И они сказали: хорошо, давайте.
И я сыграла в такую истеричную ведущую, которая хлопнула там микрофон и сказала: все, я с вами больше не играю. ja ma mängisin seda hüsteerilist õhtujuhti, saatejuhti, et miski mikrofoni maha, mina ei mängi teiega, läksin. Обалдеть, и что после этого началось? Aga kujutage ette, mis pärast seda. Русьерер написал, все ходили спрашивали, что случилось. Резонанс был колоссальный просто. Vastupäev oli täiesti huvitav. Представляете, а я просто хотела пораньше домой. Aga ja minul lihtsalt tahtsin koju varem jõuda. Ну, ты довольна результатами розыгрыша? Я абсолютно, я очень довольна, потому что Ma olin väga tänulik või nagu hea meel oli selle. мы работали в развлекательном сегменте, Sest meil oli selline meelelahutuslik segment. но мы не могли использовать какие-то такие ярмарочные штуки. Aga me ei saanud midagi sellist То есть efektiivset kasutada. мы приглашали важных гостей, Me kutsusime tähtsaid külalisi. мы должны были с ними говорить о чем-то умном и Me pidime серьезном. rääkima millestki tõsisest ja targast. А развлекательный формат, он вообще-то про другое. Aga meie lahutusformaat on täiesti teistsugune. Поэтому я старалась хоть как-то вносить в программу какие-то элементы неожиданности. Ja ma kuidagi püüdsin mingisugused ootamatud elemendid nagu saatesse sisse viia. Задавать странные вопросы, Küsida imelikke küsimusi. делать неожиданные комплименты, смущать Teha гостей. ootamatuid komplimente, panna neid punastama. Для того, чтобы хоть как-то немножко расшатать. Et kuidagi nagu nii-öelda raputada seda üht. Потому что у нас очень ровные такие в Эстонии. Sest Eestis kõik on seda siis nagu üksmeelsed. Вы знаете, как я стала тоже на 5 минут популярной на канале, когда к нам пришел Сим Каллас. Kui Siim Kallas tuli meie juurde, pärast seda ma sain justkui nagu 5 minuti täheks. Через некоторое время должна была начаться предвыборная гонка. Ja mõne pärast pidi algama see nii-öelda eelvalmistuv И все думали, Сим Каллас будет подавать свою кандидатуру в президенты или нет. ja kõik mõtlesid, kas Siim Kallas esitab oma kandidatuuri presidendiks või mitte. И я такая: Сим, Ja ka siis Siim. а вы президентом хотите стать? Вы войдете, значит, kas te президентом? lähete presidendiks? А у всех был к нему такой пиетет, что все боялись как-то что-то у него спросить. Не дай бог он вскинет бровь и скажет: мы не договаривались обсуждать Aga эту тему. kõik nagu kartsid midagi talle küsida, pärast ta nagu viskab oma kulmud ära ja ütleb, et mis mõttes me pole sellest ju rääkinud. А мы стояли с ним, резали салат, и я подумала, ну это же прекрасный повод спросить у него, хочет ли он Me быть istusime koos, президентом. lõikasime salati, siis ma küsisin, aga see on ju hea võimalus küsida, tahad sa И president? когда я задала этот вопрос, я услышала в ухе, как редактор просто взорвался от восторга. Ура! Ja kui ma esitasin seda küsima, kuulsin kõrvast, kuidas redaktor karjus hurraa! То есть вы понимаете, насколько мы все на самом деле находимся в рамках. Et me kõik nagu oleme nii nagu oma raamidest kinni tegelikult. С Симом Калласом была тоже, я слышал одну интересную историю. Kuulsin ühte huvitav lugu Jaak У Kallasega. меня знакомый рассказывал. Üks tuttav rääkis. Он учился во французском лицее, Ta õppis Prantsuse и lütseumis Сим Каллас приходил к нему выступать. ja Siim Kallas tuli neile nii-öelda nagu tutvustama ennast või И, в общем, он там свою речь закончил. ta lõpetas oma kõne pärast seda. Ученикам говорят, ну все, задавайте вопросы. Ja õpilastele öeldi, et nii, esitage oma И küsimus. этот мальчик, он такой встает, Ja see laps tõuseb nüüd а он, üles. я не знаю, сколько ему лет было, может, Ma ei tea, mitu aastane ta oli. 12 или сколько это. Võib-olla 12. Сим, aga kuhu need 10 miljonit läksid? Siim, aga kuhu эти 10 миллионов спустили? Ему пришлось отвечать. Ja ta pidi vastama. Супер! Я считаю, самые классные вопросы вот этот непосредственный. Super, kõige paremad küsimused ongi need, mis ei ole nagu planeeritud. Да, дети, они, видишь, они вне рамок, поэтому Lapsed самое ju ei ole интересное. raamides, nii sellepärast nad niimoodi teevad. Его редактор, директор, вернее, Tema direktor, он все-таки не кричал ура на это, да? tema direktor ilmselt hurraa selle peale ei karjunud. Ну да. Но когда ты свадьбу ведешь, ты тоже пытаешься какой-то момент неожиданности создать, чтобы раскачать людей? Или там все-таки другая какая-то Kui sa стратегия? pulmasid viid läbi, kas sa püüad seal ka midagi sellist ootamatut sisse või seal on mingi ikkagi muu standard? Ну, со свадьбой так. Первая часть – церемония, Pulmadega niimoodi, et esimene osa on речи. Это все должно быть возвышенно и see трогательно. kõik peab olema hästi niimoodi üleval ja hästi niimoodi puudutav. А уже вторая часть вечера, где люди хотят развлекаться и веселиться, Aga teine osa, kus inimesed tahavad pidutseda, nautida, там уже возможно практически все. seal on põhimõtteliselt kõik võimalik. Мне кажется, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Võib-olla ma eksin, aga mulle tundub. Я смотрел твое рекламное видео, Ma vaatasin sinu reklaamvideo и ты меня убедила, ja sa veetsid mind. что свадьба это реально какое-то особое место в твоем сердце занимает. Et pulmad on sinu südames väga tähtsal kohal. Давайте его конец этого видео Et посмотрим. vaatame video lõppu praegu. Маша Виснима. Maša snimal. Маша Виснима. Maša Snimal.
честно говоря, долго отказывалась от этого, никак не хотела соглашаться вести камерные семейные торжества. Но потом я поняла, что это самые удивительные события в жизни, самые трогательные. Я не только сторонний наблюдатель, но и участник того, как двое людей становятся одной семьей. Я вообще-то очень сентиментальна, потому что я верю только в любовь. Я помню каждую свадьбу, которую я вела. Это правда. Жизнь коротка. Целую семью. Когда перед мероприятиями открывают книжицу, все думают, что это Библия. Но я не молюсь. То есть, конечно, я молюсь. Да, это был классный вечер. Слушай, я не всегда трогательно относилась к свадьбам. Mitte alati ei ole niimoodi puudutatuna suhtunud pulmadesse. Только когда я встретила своего мужа, Aga siis, kui ma влюбилась, abikaasa kohtasin, tulevad ja arvasin temast и у меня была свадьба, ja mul oli oma abielu я поняла, как же это классно. ja oma pulm. Siis ma sain aru, kui lahe see on. Да, и сколько вообще в это люди вкладывают. Ja kui palju inimesed investeerivad sellesse. Так что не всегда я была такой Et mitte alati чувствительной. ma ei olnud nii tundlik. Ты там в этом видео был один интересный момент. Selles videos oli üks huvitav hetk. Ты говоришь, все думают, что я молюсь. Seal öeldakse, et inimesed arvavad, et sa palvetad, Но я не молюсь. aga ma ei palveta. Нет, конечно же я молюсь. Ei, tegelikult ma ikkagi palvetan. Так ты молишься или не Et молишься? sa palvetad või ei Слушай, palveta? все, мне кажется, люди молятся, даже те, кто не ходит в церковь, то все равно в душе, в сердце, в голове, как угодно. Kõik inimesed palvetavad, isegi kui nad ei käi kirikus, nad oma südames mõttes peaks ikkagi palvetama. Вообще, мне кажется, что в сознании многих людей шоу-бизнес и вера, они как-то противопоставлены друг Mulle другу. tundub, et enamike inimeste nagu mõistuses nagu show-business ja usk, nad on nagu täiesti erinevad. Но в твоей жизни это не так. Aga sinu elus see niimoodi ei ole või? Да, знаешь, это все стереотипы, что Need on ka stereotüübid. успешный человек не может быть Et верующим, edukas inimene ei saa olla красивый не может быть умным, et ilus ei saa olla tark. да, что, знаешь, хорошая жена та, которая умеет варить супы вкусные. Et hea naine on abikaasa. Такие у нас так много этих стереотипов. Meil on neid stereotüüpe nii palju. Но какое место вера занимает в твоей жизни? Mis positsioonil või nii-öelda Очень большое, on конечно. usk sinu elus? Väga esikohal. То есть это что-то, что было с тобой с детства, или это что-то, что ты приобрела в течение времени? Kas usk juhtus sinuga lapsepõlves või hiljem juba täiskasvanu eas? Я просто расскажу, чтобы вы просто понимали, как это обстоит, как это в моей жизни, Et te saaks aru, kuidas see minu elus on, ma nüüd räägin. что около 3 или, наверное, 4 лет назад я пришла 3-4 aastat tagasi ma tulin к Богу, я крестилась, läbisin ristimise да, и являюсь активным членом протестантской общины. ja olen protestandi kiriku aktiivne liige. Активный член – это человек, который живет в сфере, посещает церковь, Aktiivne ehk siis see, kes külastab kirikut, общается с членами церкви suhtleb teiste koguduste и, в общем, регулярно задумывается о своей духовной жизни. ja regulaarselt mõtiskleb oma vaimse elu üle. Да, мне очень сложно представить, когда этого нет в жизни. Ja mul on väga raske ette kujutada nüüd elu ilma selleta. Я думаю, насколько трудна жизнь людей, у которых этого нет. Ma arvan, et kui raske võib olla inimese elu, kellel seda ei ole. На чем они опираются? Mille peale nad toetuvad? Да. А почему так? Разве не проще делать карьеру, когда ты ни во что не веришь? У тебя нет принципов, ты просто хочешь зарабатывать деньги? Aga miks, kas ei ole lihtsam teha karjääri, kui sul ei ole põhimõtteid, kui sa nagu ei usu millessegi? Мне кажется, это не связанные вещи. Проще делать карьеру, когда ты, в принципе, талантливый человек. Вот это, мне кажется, самое простое. Ma arvan, need ei ole omale seotud, aga kui sa oled andekas inimene, siis see on kõige nagu lihtsam viis teha edukat karjääri. Но, тем не менее, ты говоришь, мне трудно представить, как люди живут без этого. Aga see näitab, et mul on raske kujutada, kuidas inimesed elavad ilma usuta. Большинство людей в Эстонии, я думаю,
думать наоборот. Самая атеистичная страна в Европе, да? Aga see on ju Euroopa esimene riik, ateismi esimene riik. Ну вот как так, что же это все-таки тебе дает в повседневной Aga kuidas жизни? siis, mis see siis annab sulle igapäevaelus? Как это меняет тебя как человека? Kuidas see muudab sind kui inimest? Знаешь, я не знаю, как это меня меняет. Это лучше спросить у людей, которые вокруг. Ma ei tea, kuidas see mind mõjutab, seda peaks küsima No- ümber olevate Но это дает мне желание меняться. Aga see annab mulle soovi muutuda. Это очень важно. See on väga tähtis. Когда ты каждый день хочешь быть лучше, чем вчера. Kui sa iga päev tahad olla parem kui eile. Когда ты допускаешь, что для тебя есть какой-то глобальный план. Kui sa möönad, et sinu jaoks on olemas globaalne Когда ты plaan. понимаешь, что то, что у тебя сегодня, например, все рушится, это тоже часть какого-то плана для того, чтобы дальше была следующая сцена. Et kui sa näed, et sul praegu elus midagi nagu valitseb kokku, siis sa tead, et sul on mingisugune järgmine etapp. Вера дает людям надежду. Usk annab lootuse inimesele. А без этого вообще невозможно в жизни жить. Ja selleta elada on täiesti võimatu. Потому что, ну, допустим, вот сегодня No näiteks täna у меня прекрасная семья, я востребована на работе, tööl в моей жизни достаток, я mul здорова, on küllus мои elus. близкие здоровы, у меня прекрасные отношения с мамой, у меня есть родственники, у меня есть красивые, прекрасные, умные подруги, которые сидят в этом зале. И, в общем, все Ja классно. kõik on justkui super, Но ведь может быть совсем по-другому. aga võib olla täiesti И teistmoodi. что тогда тебе даст надежду, что все получится, ну как-то все Ja исправится? mis annab sulle selle lootuse, et kõik läheb paremaks? Да, что тебе нужно просто довериться, возможно, каким-то вещам. Et võib-olla sa pead millelegi nagu usaldama. Что тебе все равно нужно найти в себе ресурс для того, чтобы жить дальше, Sa двигаться. pead leidma ressursi, et liikuda edasi. Вы знаете, что интересно дала мне еще Вера? Mida veel usk mulle andis? Она помогла мне людей прощать. Ta aitas mulle inimesi andestada. Прощать так, чтобы жить абсолютно с легким сердцем. Elada niimoodi, et sa andestad ja elad kerge südamega. Я сначала думала, что да, подумай, что в этом такого. А потом я увидела, Ma arvasin, mis on sellist. Aga как много людей живут в скорби, в ненависти, kui palju inimesi elavad В злости. vihas, как это их отравляет каждый день, kuidas see mürgitab neid iga как они päev, все время подпитывают свою ненависть к кому-то, kuidas nad pidevalt oma viha nagu toidavad как они просто вот живут во всем этом, как в болоте. ja kuidas nad kõik selles elavad nagu И не могут расстаться с людьми, rabas ja nad ei suuda которые их обидели, nagu предали, laiali minna, kes neid alt vedasid, подвели, обманули. valetasid. Ну, ты сказала о прощении. sa ütlesid andestamine. Может быть, это очень личный вопрос. võib-olla see on isiklik küsimus. Но скажи, может быть, ты готов привести какой-то пример, где был человек, võib-olla oled sa valmis tooma näite, kus oli inimene, которому тебе было очень сложно простить, kellele sul oli väga raske andestada и которому ты простила благодаря своей вере? ja kellele sa andestasid täna oma usule. Да, у меня были такие ja люди, mul да, olid конечно. sellised näited ja Я не буду рассказывать эти истории, они очень личные. lugusid ma ei Это, räägi, nad on väga но isiklikud. действительно, у меня тоже просто, это мой опыт, через который я прошла. У меня были ситуации в see жизни, on see kogemus, millest ma ka läksin üle ja mul olid olukorrad minu про которые я думала, это так несправедливо, это чудовищно ja несправедливо. mõtlesin, et see on nii koledasti ebaõiglane Я просто не могу это нести, как это несправедливо. ja ma ei suuda seda mitteõiglust kanda. Когда ты так чувствуешь, ты все время к этому ja возвращаешься. kui sa niimoodi ennast tunned, sa alati nagu naased selle tunde juurde tagasi. И все, и жизнь уже просто... Поэтому ja elu siis juba lihtsalt. я вообще, честно говоря, говорю только о том, что я прошла на своем опыте. ma räägin sellest, mida ma olen oma isikliku kogemusega läbinud. Только так, мне кажется, можно быть действительно убедительным. ainult niimoodi sa saad olla veenev. Ты сказала, что sa ütlesid, благодаря своей вере ты каждый день хочешь становиться лучше. täna ma usule, sa iga päev tahad muutuda paremaks. Но если мы спросим любого человека на улице, kui me küsime tänavalt igalt inimeselt, ты хочешь быть завтра лучше, чем ты был kas sa вчера? tahad homme olla parem kui täna? Я уверен, что в нашей самой атеистической стране люди все равно ответят ma да. arvan, et meie isegi ateistliku riigis kõik ütleksid В jah. чем принципиальная разница? milles on see põhimõtteline erinevus?
Разница только в том, ради чего люди хотят это делать. erinevus on see, et mille nimel inimesed tahavad seda teha. Они делают это из личного эгоизма, Kas isiklikust они делают это потому, что так принято. või niimoodi on nagu tavaks võetud. Какая их база, понимаешь? Mis on nende vundament? Мы все живем в разных культурных контекстах. Kõik me elame erinevas Везде свои традиции, igal pool on omad traditsioonid, свои порядки omad и tavad своя этика. ja oma eetika. То, что тебе кажется этичным, See, mis sulle tundub eetiline, человеку, например, на Востоке будет казаться каким-то диким. ja siis see inimene, kes on idas, talle tundub see väga nagu jõhker. Или наоборот, да что там далеко ходить? Või vastupidi. Пожалуйста, Стокгольм, Näiteks Stockholm. Швеция, откуда идут все какие-то супер прогрессивные инновации. Это для них этика. Rootsi, kus siis tuleb hästi palju selliseid innovaatilisi asju, nende jaoks on nagu eetika. Поэтому это очень расплывчатое понятие, оно ведь для каждого свое. See on selline nagu hägur mõiste, et iga jaoks see tähendab midagi iseseisvat. Понимаете? А когда ты опираешься на духовном основании, Aga kui sa põhined nagu vaimsel vundamendil, на библейском основании, piibli vundamendil, это для всех одно. see on kõigi jaoks ühtne. Все. Поэтому ты знаешь, что если ты в это веришь здесь, и кто-то в это верит на другом конце Ja света, kui sa tead, et sina usud sellesse siin ja teised вы стоите на одном основании. ka piiblit, siis teil on üks vundament. И иногда очень трудно, когда ты все время опираешься на людей, Mõnikord on väga raske, kui sa pidevalt loodad inimestele найти мотивацию. ja leida sealt veel И motivatsiooni. тогда мотивацией становится Бог. Ты говоришь, ну ладно, я сделаю это Saab Jumal ja siis sa ütled, okei, ma teen seda ради Бога. Jumala nimel. Не ради мужа, не ради там мамы, ради чего-то святого. Ema nimel, aga midagi püha. Это иногда гораздо легче, чем сделать что-то вот ради кого-то. Ja see on mõnikord palju lihtsam, kui teha kellegi nimel seda. Мы как раз перед мероприятием с тобой немножко тут говорили про Владимира Познера. Enne meelelahutust, enne tänast etast me rääkisime Vladimir Ты уже, наверное, можешь угадать, какой будет последний вопрос. Нет. Какой? Какой? Ei arva ära. Если ты предстанешь перед Господом Богом, Et kui sa seisad Jumala silmi ees, Jumala ees, что ты ему скажешь? mis sa talle ütled? Ой, я думаю, что в этот момент будет говорить Бог. Ma arvan, las Jumal räägib. Вот. Я почему-то так себе представляю себя абсолютно безмолвной. Ma kujutan seda ette, et ma olen täiesti nagu vait, aga Я думаю, я буду стоять и думать, ну все, теперь придется за все ответить. ma ilmselt mõtlen, et kui ma nüüd tema ees seisan, siis nüüd peab kõigi eest ju vastutust vastu. Да, представляете, как страшно, когда в один день придется за все Kujutage ответить. ette, kui hirmus see ole, kui ühel päeval sa pead kõige eest nii-öelda sõna andma. Это была Анна Сапронин. See oli Anna Sabron. Михаил, Олег, спасибо большое. Спасибо, друзья. Suur tänu teile. А подожди, Михаил, а вопросы? Вопросы я как раз сейчас открываю, да. Ma olen avalikud küsimused. Посмотрим, что публика Vaatame, спрашивала. mida Мне так интересно. Mul on väga suur huvi selle vastu. Хочется ли вернуться в Россию? Kas sa tahaksid naasta Venemaale? Не слишком ли в Эстонии спокойно после Kas того, Eestis что там pole было? liiga rahulik võrreldes Venemaaga? Мне вообще нравится жить в больших шумных городах. Mulle väga meeldib elada suurtes mürakates Да, я очень хотела бы больше ездить в Россию. Ma väga tahaksin sõita Venemaale. Быть ведущей – это для тебя работа или хобби? Olla saatejuht õhtuid, kas see on töö või hobi sinu? Если работа, то какое же твое любимое дело, какое твое хобби? Ja kui see on töö, mis on siis sinu lemmikhobi, tegevus? Нет, это для меня работа, Ei, see on ikkagi где töö. мне приходится работать и Ma выкладываться. pean töötama ennast maksimum andma. И просто это любимая работа. Aga see on armastatud töö. А хобби, какое у меня хобби? Hobi, mis mu hobi on? Вы знаете, с тех пор, как я открыла свадебное агентство, мне кажется, что у меня нет хобби. Sellest saati, kui ma ajasin pulmaagentuuri, mul ei olegi enam Потому hobi. что это такой красивый бизнес, где вы востребованы, вот все женские как бы чаяния See on востребованы nii там. võimas nagu koht, kus kõik nagu naiseliku omadused on nagu väga nõudnud. Красивые платья, вкусные десерты, цветы, декор, дизайн. И вот как-то, мне кажется, я там реализовала все свои Ma хобби. arvan, seal ma kuidagi ennast realiseerisin. У тебя есть какая-то мечта? Kas sul on mingisugune unistus?
Ой, они у меня такие приземленные, что мне в этом духовном обществе даже как-то стыдно говорить. nii maised, et ma siin vaimses ühiskonnas hakkan sellest rääkima. Да, у меня, ты знаешь, у меня очень много маленьких мечт. Mul on väga palju selliseid väikseid unistusi. Да. Ну вот, не знаю, например, сейчас мы обсуждаем одно мероприятие на Лазурном берегу, и я мечтаю, что все-таки я туда поеду и буду его вести. Praegu me nagu arutame ühte nagu pidu või nagu üritust rannas. А еще у меня есть мечта попасть на настоящее африканское сафари. Ну вот такие у меня мечты. Ja veel selline tahaks Aafrika safaarile pääseda. Я вообще как-то, ты знаешь, я не умею думать глобально, честно. Если бы я умела думать глобально, я, наверное, была бы такой уже супер бизнесменом, супер ведущей, супер медийной. Но нет, вот у меня нету этого глобального видения. Kui ma oleks globaalne inimene, siis ma ilmselt mõtleks nagu suurelt ja ma oleks ka nagu sellised juba globaalsed saavutused ka. Кто-то спрашивает, каким образом все-таки удалось убрать Кобзона со сцены? Siis küsitakse, kuidas sa nagu Kobzoni lavalt ära teesid? Вы знаете, в любой неожиданной ситуации прикидывайся, это помогало мне, сразу прикидывайся девочкой. Я прямо вышла. Иосиф Давыдович, это было восхитительно, можно я вас обниму? И вот такие... Да, и вот такие неожиданные вещи, они, как правило, сбивают людей с толку, и дальше ты уже можешь двигаться. Помнишь, я тебе рассказывала про торт, который упал, когда его вывезли? Представляете, свадьба, все красиво, люстры сверкают. В зале было очень жарко. Вот, и везут этот торт, он, не знаю, 12 этажей. И вдруг вот этот верхний ярус прямо падает. Да. И в этот момент надо просто сделать такое лицо. Мазалтов, да. Вот. И сразу сказать что-нибудь миленькое такое. Вот. В такие трагические моменты людей миленькое очень отвлекает. Тут один вопрос на эстонском языке, я его прочитаю, на русский переведу. Okei, üks küsimus eesti keeles, me nüüd räägime vene keeles. Mis te arvate, miks Eesti venelastele ja eestlastele on üldiselt keeruline integreeruda? Почему и эстоно-русским тяжело интегрироваться в Эстонию? Как вы считаете, почему? Почему русским тяжело интегрироваться в Эстонию, да? Ну, я думаю, что, во-первых, не всем тяжело. Многие очень удачно интегрировались. Ну вот мой муж, например, он восхитительно интегрировался. Поэтому я думаю, а есть много людей, которые не хотят интегрироваться, которые активно защищают свой идентитет, культуру. Так, мне кажется, надо рассматривать. И вообще здесь очень много политики в этом тоже. У каждого государства должен быть какой-то враг. Ты сказал, что нужно поместить на рекламу спортивных залов полного мужика. Это вопрос такой? Нет, не вопрос, я Так. понимаю просто. Да. Вопрос зачем? Его результаты ведь не будут никого мотивировать. А других мужчин разве это не будет мотивировать? Мужчины, они очень любят соревновательный момент. Конечно, их это мотивирует. Вы что, если сосед похудел на 10 килограммов, да мужчина спать не сможет? Конечно. Не, ну смотри. No vaata. В этом плане мне не нужно весь себя стерять. Мне нужно кубики накачать. Mul ei ole kaalukaart, ma pean lihtsalt oma ruudukesi pumpama. Меня не мотивирует, если все вокруг полные, тогда не мотивированы ничего делать. Зачем? Уже и так на вершине пирамиды. Kui ma näen, et kõik ümberringi on paksukesed, siis mul ei ole mingit motivatsiooni ennast liigutada. А если все Аполлоны вокруг, тогда вот приходится работать. Aga kui kõik on nagu Schwarzeneggerid, siis ikka peab liigutama. Слушай, ну это какое ты общество выбираешь. No see sõltub ühiskonnast, missuguse sa valid. Понимаешь? Ну да, я работаю в институте математики. Так Вот что... именно. А я представляю, какие у вас там Аполлоны. Ma kujutan ette, missugused Apollonitid seal on. Ну я к тому, что в этом плане
Не мотивирует. aga see nagu Aga ei seda- motiveeriks, kui ma nagu vaataksin teda. Мы так много сейчас говорим про мотивацию в современном мире и совершенно забыли слово лень. Мы говорим, ой, меня это не мотивирует, я не нахожу мотивации. ja me räägime, et ma ei leia motivatsiooni, see ei motiveeri mind. Мне тупо лень, вот и все. ma olen lihtsalt Дело не в et мотивации. asi ei ole motivatsioonis. Давай какие-нибудь еще вопросы. Mitmed küsimused. В какую церковь ты ходишь? Тут конкретно спрашивают название. Mis kirikusse sa käid, mis kirikus sa käid konkreetne? Она называется «Новая Церковь Христа». Кто хочет со мной пойти в это воскресенье? Подходите, пойдемте вместе. Kristus, Jeesuse uus kirik. Тут спрашивают тебя, была ли ты в числе звезд своего класса, когда ты училась в школе? Kui sa koolis õppisid, kas oli nii-öelda nagu täht oma klassis? Спасибо за вопрос. Я была не только в числе звезд класса, я была самым звездным Ma ei olnud mitte ainult tähegi, aga ma olin tähtedest выпускником школы за вот, в мой выпуск. Ma olin nii-öelda oma lennu nii-öelda see peamine nii-öelda täheg. Ты сидела за одной партой с Викторией Ладынской, да? Да, Viktoria Ladõnska. да, мы общаемся до сих пор. Я очень восхищаюсь. Siiamaani suhtleme, siiamaani nimetlen teda. Так кто круче? Kes on teist siis lahedam? Конечно, Вика. Вы Just что? nii Viika, mis te... Это такая трудяга. Это человек, который в школе писал сочинение до утра, чтобы оно было идеально. Kes koolis kirjutas kirjandi hommikuni, et see kirjand oleks ideaalne. Так и теперь в политике. Пашет бесконечно. просто. Rügab. И книги пишет, и работает, и она вообще такая очень всегда была ответственная. Она такая супер отличница, знаете, вот такой у нее был. Я никогда в жизни столько не работала, сколько Вика. Ma kunagi pole nii palju töötanud nagu Viika töötab. Как вы познакомились с мужем? Kuidas abikaasaga Ну tutvusite? извини, это не я. Это хороший вопрос, я люблю это вспоминать. Мы познакомились с ним на свадьбе. Он был в качестве гостя, а я была в качестве Me ведущей. kohtusime pulmaüritusel, mina olin õhtujuht ja tema oli siis külaline. Я посмотрела на него и подумала, вот это мужчина, Ja просто vot обалдеть. see on mees, vau. Он сказал, что он посмотрел на меня и подумал то же самое. Tema ütles mulle pärast, vaatasin sinu otsa ja ütlesin täpselt sedasama. Ну вот как-то так. Ja kuidagi niimoodi. Прямо то же самое? Täpselt sama. Я понимаю, ты пошутил. Ma saan aru, sa tegid nalja. Что, как бы, ты читаешь через один? Я пытаюсь, нет, тут просто, например, один вопрос сформулирован, как бы, являешься ли ты ведущей своего агентства организации праздников? Да, конечно, да, конечно. Et ma olen ja oma Da, ja vedu praestniki bioagentuuri õhtuid ja ma viin ise neid üritusi. Остается ли время для путешествий? Kas sul jääb aega reisimiseks? Ну, у меня маленькие дети, а так, конечно, Mul on остается. väiksed lapsed, aga Я на каникулах всегда путешествую. vaheaeg, koolivahel alati reisime. Работа занимает ровно 8 часов в день или больше? Kas tööpäev on 8 tundi või rohkem? Друзья, вы что? Работа у меня занимает 2 часа в день. 2 tundi Я päevas. сделала все для того, чтобы это было не больше. Ma teen kõik, et see oleks mitte В rohkem. этой жизни, кроме работы, есть так много интересных вещей. Et peale tööd on nii palju veel huvitavaid asju А veel. потом у меня дети. Ja siis veel lapsed. Да, мне кажется... Хотя, ты знаешь, если ответить на этот вопрос, Aga Когда- sellele küsimusele, когда у вас собственный бизнес, у вас вообще нет рабочего дня, вы работаете kui teil on круглыми oma äri, сутками siis teil ei ole Да. aega, te и несете на себе еще все риски. ja te kannate Да, oma Поэтому собственный бизнес kõiki riske. это непростая ноша, особенно когда сегодня наемный персонал имеет огромное количество преимуществ. et kui sa kannad oma õlgadele äri, eks ole, kui tänapäeval nii-öelda töötajaid, keda palgatakse, neil on nagu suuremad eelised, siis on palju raskem nagu ise seda teha. Один вопрос я еще пропустил. Ты говорила про то, что иногда соведущие игнорируют второго человека. mõnikord sa ütlesid, et mõnikord kaassaatejuhid ignoreerivad esimest saatejuhti. И вот тебе попался такой соведущий. ja näiteks sul on osutuski selline saatejuht. Что ты делаешь? Какая твоя реакция, какое твое поведение? mis on sinu käitumine, reaktsioon? Ну, я тоже веду мероприятия, просто как бы мы как параллельные вселенные существуют. ma juhin ka seda üritust, meil on nagu Слушай, не случается просто огня, не случается невероятного задора. aga lihtsalt ei teki seda ühist nagu seda tuld leiti nagu kahe vahel.
Мне кажется, что все, вроде бы все вопросы, которые были здесь в интернете заданы, я põhimõtteliselt озвучил. küsimused netis olemas olevad. Если у кого-то нет телефона, я думаю, мы, может быть, можем 1 или 2 вопроса взять. Võib-olla kui kellelgi telefoni ei ole, siis 1-2 küsimust võib-olla veel siin. Скажите, что легче, отвечать на вопросы или задавать вопросы? Mis on kergem vastata küsimusele või esitada küsimus? Вы знаете, о себе говорить вообще всегда гораздо легче, чем интересоваться собеседником. Endast rääkida on alati lihtsam kui huvituda nagu kaaslasest. Еще есть вопросы или пойдем уже пить Я могу дать кофе? микрофон. Jah. Küsimus, mikrofon, tahate, ei taha. Te ütlesite, et peale töö on veel väga palju huvitavaid asju. Что это за интересные вещи? Mis on need huvitavad asjad? Например, лежать на диване, Näiteks diivanil löösutada, смотреть в потолок, vaadata lakke, смотреть в окно, vaadata aknast, поливать цветы. Вам кажется, что я сейчас шучу, но на самом деле мы живем в мире, когда мы каждую минуту хотим быть очень продуктивными. Я недавно словила себя на том, что я в спортзале включаю себе познавательное видео, чтобы не тратить время. Поэтому мы совсем разучились оставаться в тишине, наслаждаться моментом, общаться без телефона. Послушайте, я когда прихожу с кем-то обедать, люди отвечают по телефону, пишут сообщения, отправляют имейлы. А нам нужно как бы научиться созерцать, медитировать, вернуть это в свою жизнь. Просто слушать музыку. Просто гулять. Просто лежать на диване. И смотреть в окно. Это очень прекрасное занятие. Потому что все прекрасное рождается в тишине. Вот. Я абсолютно согласен. Все, мне кажется, уже все начинают ерзать. Мне надо нам краткость, сестра таланта. Мы и так 1,5 часа здесь разговариваем. Спасибо, Анна, большое за то, что ты согласилась. Друзья, спасибо вам огромное. Для меня это большая честь, правда. Большой подарок. Спасибо. И Спасибо. для тебя, Олег, тоже спасибо, что ты переводил. Спасибо.